Одна из оживленных улиц Магаса, Кулиева, стала точкой проведения рейда. Памятка о соблюдении масочного режима, разметки социальной дистанции, антисептики. Их наличие проверяют специалисты, и ничего из перечисленного в этом магазине нет. Кроме того, отсутствует даже уголок потребителя. Продавцы молча выслушали все замечания, а в Роспотребнадзоре записали все данные. Адрес личный. В этом рейде задействованы представители разных служб. Налоговики борются с теневым бизнесом, а Роспотребнадзор и Магасская администрация проверяют соблюдение мер безопасности. Они записывают данные владельцев, чтобы дальше привлечь к ответственности. Нарушения, кстати, встречаются на каждом шагу. Причины отсутствия разметок, памятки и дезинфицирующих средств у всех разные. Почему вы соблюдаете? Почему не одеваете? Мы в масках ходим, просто сейчас никого же не было. Есть маски, перчатки, маски, все. Да, разметку обязательно. Перчатки обязательно. Есть у вас дезинфицирующие? Еще из самых частых нарушений – несоблюдение масочного режима покупателями. При этом в магазине или в точке общепита есть и разметка, журнал уборки и маски при входе вместе с антисептиком. А в результате штрафуют как владельца, так и нарушителя. Гражданам отсутствие маски грозит от 1000 до 30 тысяч рублей. Мы знаем, да, вот здесь уголок потребителей, мы видим, да, есть ИП такой-то, да, осуществляет свою предпринимательскую деятельность. И в отношении него уже будет возбуждено дело об административном правонарушении по выявленным нарушениям. И какой штраф может составить? Там штраф начинается от 50 тысяч, как я уже говорил, как на ИП, и вплоть до закрытия на 90 суток. Это уже суд будет принимать, какую меру на них возлагать. А вот у сетевых точек или у крупных магазинов замечаний к соблюдению мер защиты нет, делится Роспотребнадзор. Продавцы и покупатели в масках. Болезнь распространяется, прогрессирует, что необходимо соблюдать эти меры работниками, посетителями. Как можем. Да, мы видим, да, здесь вы отметки сделали. Покупателям говорим, что можем. Кто-то одевает, кто-то не хочет, насильно не заставляет. Да, наше дело сказать и предложить им, создать условия. Закончатся рейды только тогда, когда пандемия пойдет на спад. А до этого момента, судя по данным Оперштаба, пока далеко. Ситуация по всей России серьезная. Ежесуточный прирост заразившихся переваливает за 100. Роспотребнадзор и дальше планирует проводить профилактические рейды по всему региону. Те точки, которые ранее привлекались к административной ответственности, конечно же, они усвоили этот урок, да, они более ответственно подходят к соблюдению этих мер, наших требований. Есть, к сожалению, люди, которые мы и раньше предупреждали, но они тоже как-то халатно относятся. Вот к отношению этих лиц мы уже будем предпринимать меры административной ответственности. Также хотелось обратиться к населению. Как мы знаем, есть новый штамм вируса. В нашей республике зафиксировано по данным, что около 40 случаев заражения. Хотелось бы обратиться к населению, беречь себя, своих близких. Да. Сознательными должны быть не только предприниматели, говорят специалисты, но и сами граждане. Необходимо требовать от персонала соблюдать меры безопасности, а в случае отказа уже обращаться в соответствующие инстанции. Хава Гайзекова, Умар Газдиев. Новости 24.